День учителя, который отмечается 5 октября. Своим нелегким трудом учителя заслужили, чтобы спасибо им говорили не только в этот день. Мою учительницу трудно забыть. Это очень была известным человеком в нашем городе, Лебедева Евгения Георгиевна. Раньше около ДК стояли такие большие стенды, где, как доска почета в советское время. И вот перед тем, как пойти в школу, я всем рассказывала. На доске почета был портрет моей первой учительницы. Мне повезло, что... И потом мы в очень хороших отношениях были. Наш класс был выпускной в ее длинной такой жизни. Предпоследний. Мы ходили на праздники, на дни рождения, поздравляли ее. Была очень известная, заслуженная, такая очень грамотная, прекрасный педагог была Евгения Георгиевна Лебедева. А помните ли вы с ней яркие моменты? Яркие моменты? Были такие в первом классе, когда моя подружка среди урока встала, Евгения Георгиевна говорит: Роза, ты куда пошла? Она говорит: а все, мне надоело, я пошла домой. Или там, например, первый класс. Всем хотелось обязательно, чтобы Евгения Георгиевна, когда ведет столовую, чтобы обязательно ее за руку взять, чтобы, да, были такие моменты. Город Новошахтинск, моя любимая учительница Любовь Ивановна. Смешные моменты? Были, списывали друг у дружки, да, помогали, бывало, что даже отпрашивались, как будто бы в туалет идем, а сами что-то списываем. И все, больше ничего я не могу сказать. А опишите, пожалуйста, своего учителя. Какая она была? Полненькая, кудрявая, светленькая. В общем, здоровая, здоровская, красивая. Мой первый учитель, наверное, был самым таким педагогичным, можно сказать. Он относился хорошо ко всем людям, никогда не повышал голоса. Уважал, любил. Да, конечно, тоже. Также сейчас мы тоже с ним общаемся, поддерживаем связь. И в будущем, надеюсь, тоже будем общаться. Нужно ценить такие моменты, конечно. Она у нас всегда была очень хорошей, такой доброй, веселой, спокойной. Всегда нас подбадривала. Веселая, жизнерадостная учительница. Спасибо ей. То, что она всегда умела поддерживать, да. Она умела очень поддерживать нас, всегда давала мудрые советы. Мы, бывало, то, что даже не слушались. Каюсь, я тоже не слушалась, бывали такие моменты. А так в целом все хорошо. Яркий момент. В нашей жизни было очень в школе ярких моментов. Но самое интересное, как-то у нас, у нашей учительницы по математике, у Олимпиады Васильевны аллергия была на мел. Мальчишки всегда втихаря подкладывали ей. То под стул подкладывали, то еще. И когда она садилась, она всегда чихала. У нее аллергическая реакция была, да. Было весело, было смешно, мы этого не понимали. Но со временем все уже. Когда начинаешь это все вспоминать, слезы начинают появляться на глазах. Помните ли вы своего первого учителя? Первый учитель, конечно, помню. Да? Еще бы. Расскажите, пожалуйста, про него. Не про него, а про нее. Да, про нее. Ага, про нее. Да, была. Это уже когда было, уже не могу вспомнить даже. Помните ли вы такой прям запоминающий момент, где она, может, она вас хвалила, может, где-то поощряла, может, где-то, наоборот, сильно ругала? Сильно ругала, еще как ругала. Вот это я помню. Наказывала тоже. Да, хулиганили, еще как. Первая учительница моя, Елена Александровна. Ее, конечно, нет уже в живых. Но такой смешной момент был еще в первом классе, в сентябре же. Встала с урока и ушла без спроса. Она у меня потом спрашивает: куда ты пошла? Я говорю: я захотела, И пошла. И пошла. Она мне говорит: надо отпрашиваться обязательно. Я поняла.
Такой смешной случай был. Опишите, какой она была. Смешной, добрый, может, злой. Очень доброй, мягкой, ласковой. Только вот этими словами могу я описать свою учительницу. Нина Федоровна Байкалова была. Я, правда, деревенская, не городская. Училась в Сугайканской школе. Была Байкалова Нина Федоровна. Очень хорошая была учитель, педагог. Моменты были всякие, конечно, но это было сколько лет уже, мне на пенсии уже давно. Но советское время было. Это было давно, я просто помню, она была очень добрая. Просто я у нее училась только в 1 классе, потом перешла в другую школу. Но очень хорошие такие воспоминания. Смешных таких моментов я не помню, но лучшие воспоминания есть. Какие? Расскажите, пожалуйста. Хотя бы парочку. Как она нас учила, первым буквам, первым цифрам, как писать, читать учились с ней. Только хорошие воспоминания. А какой вы ее запомнили? Смешной, злой? Нет, доброй. Да. Она была очень молоденькая, блондинка, очень красивая. И я сама из многодетной семьи. И когда моя мама отправила меня в 1 класс, она сказала мне: твоя первая учительница – это твоя вторая мама. Вот как ты меня слушаешься и любишь меня, так же ты должна слушаться и любить свою первую учительницу. Ну и действительно мы ее очень любили. Нам завидовали, потому что именно наша учительница была самая молоденькая, самая красивая и такая блондинка яркая. Всех учителей нашего города Канаш, нашей республики Чувашия и всех учителей России поздравить с Днем Учителя. Учителя – это навсегда. Дорогие учителя, поздравляем вас с профессиональным праздником. Желаем вам терпения, любви и здоровья. С Днем Учителя!